Так, наше видео прервалось. Сейчас попробуем связаться по новой. Не болып кетті ғани. Бізде өйткені меніңше я бір сағат өтті. Да, у нас то, что уже 1 час прошел, поэтому автоматически Инстаграм выкидывает и приходится по новой делать. Так, мы можем продолжить, у нас осталось совсем немного. А что нас не видно? Видно, уже видно. Видно, вас видно, я вас вижу. Ага. Мы уже приблизились к концу, давайте я закончу свою рекламную паузу. За Инстаграм, может, ему не нравится моя рекламная пауза. Я хочу Ғани, кешірім сұрайын. Бүгін бізде тағы да бір Алматының атағы шыққан белсендісі бар еді. Оның сұрағы бар еді сізге. Соған бір уақыт бөлсеңіз кішкене. Болады, я. Қазір мүмкін Асхатқа мен бітірейік. Асхатпен бітіргеннен кейін. Болды, рахмет, ага. Давайте рекламная пауза, очень быстро скажу. Пожалуйста, уважаемые друзья, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграме Free Kazakhs Official, в Ютубе Еркин Казахтар, Free Kazakhs, чат Telegram и в Фейсбуке World Organization of Free Kazakhs. Еркин Казахтар, Free Kazakhs, найдите, пожалуйста, в Гугле и подписывайтесь к нам на чаты и на наши каналы. Итак, моя реплика была по поводу того, что наш народ готов ли или не готов на данный момент. Наша организация, мы ездили в Вашингтон, и здесь есть один центр, который занимается по изучению, анализу смены режимов ненасильственным способом. И наша организация, мы когда были в Вашингтоне, мы выступали в Капитолии. Капитолий — это своего рода парламент, и мы разговаривали с конгрессменами США. Это казахстанские, можно сказать, министры своего рода, ранг, я имею в виду. Мы разговаривали с американскими конгрессменами, и мы им говорили, что в Казахстане творится. Скажу вам честно, многие конгрессмены не знают, что такое Казахстан вообще. Это раз. То есть за рубежом Казахстан практически никто не знает. Есть определенное количество людей, которые знают нас там по нашумевшему фильму, а по сути основная масса нас за рубежом вообще не знает. Вот, чтобы имели в виду, потому что некоторые люди думают, что там Назарбаев нас там прорекламировал. Такого нет. Основная масса нас никто не знает. Вот. И мы, когда разговаривали с конгрессменами, мы им говорили, что творится в Казахстане. Не знают, что творится в Казахстане. Просто нет у них этой информации. И когда я был волонтером в 2015 году в консульстве Казахстана в Нью-Йорке, я там хотел помочь своей родине как-то, я был вначале волонтером около месяца, и мне попался один документ интересный. Так как я волонтер, меня отправили в архив. И я там прочитал, что Назарбаев, я не помню, он около 230 или же 250 миллионов ежегодно тратит на Америку, чтобы здесь прославлять свое имя, рекламировать себя. Типа он демократ, реформатор, такой хороший человек. Чтобы имели в виду, то есть очень много, вот даже вчера наши активисты с Вашингтона, они нам отправили видео, в Вашингтоне проводят встречу консульства Казахстана, и она провела званый ужин на $700 тысяч. И это, друзья, наши с вами деньги, это наши с вами налоги, и Назарбаев проводил вот такие ужины за рубежом, дорогие, на $700 тысяч. Позвал очень много артистов, там певцов, и он там рекламирует себя, что в Казахстане стабильно. Казахстан экономическая там держава, это тигр экономический в Центральной Азии. У нас там демократия. Но это все ложь. Он тратит наши с вами деньги и рекламирует себя, что он за рубежом такой хороший, пушистый и такой беленький. Но это не так. Мы это все знаем. И мы с конгрессменами разговаривали, и мы им говорили, мы их просили применить санкции, акт Магнитского, закон Магнитского против Назарбаева и против этой всей казахстанской власти, и против его семьи. И мы будем это дальше лоббировать, и мы будем над этим работать, чтобы полностью этот режим сменить. Итак, вот, по поводу данного центра по смене, ненасильственной смены режима,
Нам в этом центре, мы 2 дня проходили тренинг, нам объясняли, чтобы народ, я задавал вопрос, вот в Казахстане народ, во-первых, боится выйти на митинги массовые, во-вторых, он не сомневается в митингах как в действенный метод по смене власти. Это исходя из того, какие я комментарии читал. Так вот, нам сказал президент данной организации, что начните с малого. То есть, если ваш народ боится, то начните с того, с чего он не будет бояться и за что он не будет нести ответственность. То есть мы там говорили, что людей, активистов садят на 15 суток, а там у них штрафы. И он нам сказал, приводи какие-то бойкоты, какие-то акции, такие, чтобы народ за это не отвечал. То есть не нес какую-то большую ответственность, чтобы у него дух хватил сделать этого. И мы до этого говорили, давайте вот сделаем бойкот, например, казахстанского певца Хайрата Нуртаса. Почему? Потому что он номер 1 певец партии Нур Отан, всегда выступает. И он даже выступал с песнями у Булата Назарбаева в сауне. То есть какое унижение, да? Вот. И очень многие люди идут на его концерт, покупают его билеты, зовут его на то, а у него там цена минимум $3000. И мы говорили, давайте все будем бойкотировать Хайрата Нуртаса. Вот просто зайдем на его аккаунт в Инстаграме, в Фейсбуке и напишем Садхан, одно слово. Вас за это никто не посадит, вам за это никто штраф не выдаст. Не покупайте его билеты, концерты, не нужно давать деньги тому, кто работает на власть. Потому что эта власть, она против народа, она не за народ. И не зовите его на концерты. Вот когда у него будет такие вот финансовая проблема, тогда он заскулит, тогда он будет вынужден выйти на сторону народа. Поэтому мы помимо всеобщих там массовых митингов, мы еще призываем к каким-то другим, не прямым, но косвенным акциям. Всего их около 200 тактик и стратегий, как можно сменить режим. И мы у себя в чатах обсуждаем, выложили кучу информации. Сейчас мы сотрудничаем с этой организацией, и мы будем максимально предоставлять полезную, качественную информацию и обучать людей, как можно грамотно сменить власть. Потому что любая власть – это как формула. И если формулы, все символы сложил правильно, то выйдет правильный ответ. Если не сложил неправильно, то будет неправильный ответ. Поэтому, чтобы сменить режим, об этом есть уже конкретная наука, как это все сменялось. В Сербии в 2003 году, в Филиппинах в 1986 году, в Чили Аугусто Пиночета. Там есть определенный механизм, тактика, как можно это сменить режим. Мы это все изучаем, и мы делимся у нас в чатах. Поэтому, пожалуйста, заходите к нам в чаты. Итак, у меня следующий вопрос, Асхат, о Конституции образца 93 года. Вот вы постоянно говорите, Конституция 93 года, 93 года. Вот какая разница между 93 годом Конституции и на сегодняшней Конституции? В чем ее отличие, польза и, может быть, какие-то слабые и сильные стороны? Пожалуйста. Ну вот смотри, Рани, получается, образец 93 года Конституции у нас был, это в первую очередь, что? Парламентская республика, раз. Конституционный суд, это два. Вот. Все вот это вот в Кубе, она давала тот результат, парламентская президентская республика, да. Сейчас у нас происходит что? У нас сейчас Конституционный суд отсутствует. Вот, у нас сейчас Конституционный совет. Одному Богу известно, что он может там насоветовать. Вот, соответственно, полномочий у этого органа нет. Вот. Потом связь опять, да, что-то, по-моему, нет? Нормально? Все нормально. Вот, Конституция 93 года образца, если вот конкретику брать, допустим, 32 статья, которая сейчас вот в этой Конституции у нас существует, там было четко прописано, что каждый из нас имеет право выходить и митинги, пикеты, шествия, все вот это мы имели право там проводить без уведомления, без разрешения на это, да. Сейчас они туда сделали дополнение в этой Конституцию. Получается, что мы должны, прежде чем выходить на митинги, пикеты, шествия, идти брать разрешение. Вот. Естественно, это разрешение никто нам не дает. Вот если простой, вот одну статью, если брать. Потом есть статья у нас 42, по-моему, да, вот что касается президента. Вот там есть этот, как его, сейчас я вам даже процитирую его. Вот.
одно и то же лицо не может быть избрано президентом Республики Казахстан трижды. Больше 2 раз. И тут же идет 2005 года. Настоящее ограничение не распространяется на первого президента Республики Казахстан. Вот если вот эти вот 2 предложения прочитать, и у тебя начинает просто крышу сдвигать, это как понять? Вот. И вот таких вот несурядиц просто огромное множество. 26 поправок и изменений в этой Конституции. А самое основное, это то, что у нас образец 93 года, это все-таки была парламентская республика. Вот. Парламент, люди выбирались из народа. Вот. А сейчас этого нету. Сейчас этого нету. Вот мы хотим вернуть именно в ту Конституцию, которая была с 93 года. Отлично. Я думаю, люди, в принципе, все поняли. Я бы хотел добавить, что у нашего героя Батыра 21 века в Казахстане, у Асхата Жексенбаева, будет день рождения 16 декабря. Поэтому всем тем, кто хочет его поздравить, вы знаете, куда прийти 16 декабря. Идите на площадь. Можете прийти с подарками, выходите с флагами Казахстана. Можете еще сделать баннеры, там, плакаты, и можете там поздравить нашего героя. Это очень важно. Мы, народ Казахстана, мы единый народ, мы должны это понимать. Неважно, вы казах, русский, уйгур, у нас страна, она наша. Мы единый народ. И то, что Назарбаев пытается наш народ разделить на какие-то по национальному признаку, по языковому, религиозному, это вся КМБшная агентура. Потому что разделенный народ – это слабый народ. Слабый народ не может никогда свергнуть какой-либо режим. Поэтому мы говорим, что народ Казахстана – это един. Мы хотим жить в мире, и мы можем жить в мире. И мы можем жить в мире без Назарбаева и без этой преступной шайки. Поэтому, народ, учимся думать своей головой, не поддаемся на какие-то провокации религиозные, я не знаю, там, языковые, национальные. Мы единый народ, у нас есть четкая задача сменить воровскую власть, установить власть народную, чтобы у нас были права защищались и свободы человека. Поэтому, друзья, 16 декабря прошу всех, приходите с друзьями, с матерями, с отцами, все приходите. Это обязательный день для каждого казахстанца. В 1986 году очень много нашей молодежи было убито Российской коммунистической партии. Не будем забывать, это символический день для казахов и для всего Казахстана, для всех казахстанцев. В 2011 году диктатор Назарбаев дал приказ убивать, расстреливать наш народ, который просто вышел на митинги и требовал 5 месяцев, чтобы им увеличили заработные платы. А диктатор Назарбаев убил наш народ, он застрелил людей. По разным данным было убито около 100 человек в Жанаузене в 2011 году. И самый молодой убитый человек, застреленный Назарбаевым, это 19-летний парень. Поэтому, друзья, не забываем, если мы не занимаемся политикой, то политика будет заниматься нами. Свобода, она не бесплатна, за нее нужно бороться. И мы призываем к борьбе, к ненасильственной борьбе. Мы не говорим, что нужно громить, мы не говорим, что нужно бить милиционеров, там кого-то убивать. Нет, мы говорим мирно, выходите на шествия, пикеты и митинги. Потому что если сегодня мы не будем защищать свои права, то завтра у нас не будет этой родины. То завтра мы будем продолжать также и быть рабами. Мы 300 лет, по сути, были рабами системы. И сегодня такой важный переломный момент. Или мы проснемся и, наконец, станем полноценными, свободными гражданами в своей стране. Мы будем уезжать и будем гастарбайтерами за рубежом. Или же мы будем рабами и потеряем свою свободу и потеряем следующее поколение. Поэтому я призываю казахстанцев, молодежь, кто за рубежом и в Казахстане, выходить на митинги 16 декабря. За себя, за свободу, за народ, за будущее, за настоящее. Выходим 16 декабря на митинги. Ну и, конечно же, нужно поздравить Асхата 16 декабря на митинг. Пожалуйста, выходите. Спасибо. Асхат, если у вас есть что добавить, пожалуйста, можете добавить. Вот, Канат хочет задать вопрос, да?
Да, конечно, пожалуйста. Спасибо вам большое. Ханат Жакупов, мой друг. Здравствуйте, Ханат. Ани, ассаламу алейкум. Меня видно? Видно, нормально? Да, очень приятно, Ани, с вами познакомиться, с умным, интересным, образованным, да еще и с чувством юмора высоким. Вот мы видели ваше видео, очень остроумное. Мы, к сожалению, не можем похвастаться такими же остроумными видео, у нас здесь цензура. Вот, мы друзья, вот еще вот два наших друга здесь пришли поддержать Асхата, потому что это большая честь, что казахская диаспора, несмотря на то, что преследует американскую мечту, но думает о Казахстане. Вот, я уверен, что вы свое будущее связываете с Казахстаном, иначе бы вы не интересовались Казахстаном. Я лично учился по программе Эдмунда Маски, стипендия, финансируемая Госдепартаментом США, школа Kent State University. У меня такой вопрос к вам, Гани. К сожалению, сейчас очень большой отток молодежи, людей до 30 лет за границу. Очень много людей уезжает за границу с семьями, устраиваются на работу, учеба. Это серьезные потери для Казахстана, так как у нас популяция очень низкая в стране. Очень много молодежи, очень много трудоспособного населения. Это человеческий капитал, потеря человеческого капитала. У нас и так население маленькое для страны, которая занимает 9-е место в мире. Да? У меня такой вопрос. Что бы вы сказали, как молодой прогрессивный казахстанец, который учится в лучшей школе Америки, Гарвард Скул, да? Что бы вы сказали молодежи, которая собирается уехать, покинуть нашу страну? Я бы сказал для молодежи, которая покидает нашу родину, нужно помнить ваши истоки, откуда вы произошли родом. Нужно знать историю Казахстана. Мы покидаем свою родину, к сожалению, не от лучшей жизни, а от того, что воровская система и власть нас, по сути, заставила это сделать. И нужно просто будет помнить историю свою, что наши предки боролись за эту землю. Например, Казахстан, казахи делали около 386 раз революций и восстаний, чтобы получить независимость от Российской империи и от коммунистической России. Сколько казахов померло, например, в 20 веке? Около 70% казахской национальности было убито в искусственно созданном Голодоморе. Вся казахская интеллигенция была полностью перебита. Все наши батыры в 19-18 веке также были убиты Российской империей. Поэтому нужно знать и помнить, что наши предки проливали кровь за эту землю. Мы, народ, каждый из нас, Асхат ага, вы все, каждый из нас, любой, даже кто вынужден покинуть страну, мы являемся хозяевами этой страны. Она нам принадлежит. И эта воровская власть, которая нам промывает мозги, что мы никто, что мы быдло, что мы рабы, что об нас можно вытирать ноги, это неправильно. И они должны отвечать перед законом. И если они не выполняют свою работу, это власть, то она должна покинуть свое место. Я всегда говорю, что власть это своего рода рабочий. Ты набираешь рабочего, сотрудника. Если ты, например, директор своей компании, своего бизнеса, если твой рабочий постоянно опаздывает, плохо выполняет свою работу, я не знаю, нагло ведет, грубо ведет с клиентами, то что ты с ним делаешь? Конечно, ты его уволишь и вместо него наберешь другого, нормального, компетентного человека. Также и мы говорим, что мы народ, мы хозяева, мы директора у себя в компании. И мы должны этого рабочего, Назарбаева, наглеца, подлеца и вора, мы должны его убрать. Убрать в смысле закона. То есть мы его должны по закону судить. И та, которая молодежь уезжает, вынуждена уезжать за рубеж, я прошу вас, не забывайте свою родину. Я прошу вас, не забывайте свой народ. Потому что если мы, находясь за рубежом, не будем поддерживать наш народ,
то у нашего народа не будет моральной поддержки со стороны. То, что мы делаем, то, что молодежь вышла 15 июня в Сеуле, в Корее, вы знаете, что вы поддержали морально свой народ, что народ понял, что он не одинокий, что его не бросили на борьбу с этой властью. Это очень важно. Каждый из нас за рубежом, мы должны помогать своей родине. Мы должны оплачивать штрафы тем, кто был незаконно посажен просто ради того, что он вышел на законный митинг, у которых есть права выходить в митинг. Мы должны им помогать финансово. Вот Гульзипа Джаукерова, вы видели у нее видео, в каком состоянии она живет? Она в очень плохом состоянии живет. Вот наша организация, к примеру, мы взяли, сами сложились, $400 отправили ей. Очень много людей должны за рубежом, кто за рубежом, я не знаю, у вас есть жизнь более-менее лучше, чем у казахстанцев в Казахстане, давайте помогать. Не хотите выходить на митинг, боитесь, давайте помогать финансово. Помогайте закрывать их штрафы, помогайте активистам, у которых жизнь очень плохая, у которых нету даже на хлеб. Давайте им помогать, давайте что-то делать. Не хотите на митинг, боитесь, давайте тогда не знаю, не в открытом виде, но в каком-то другом виде помогать. Это же важно, это же наш народ, это же наша страна. Если мы за нее не будем бороться, мы ее потеряем. Друзья, отнечьтесь, пожалуйста, это очень важно. И знаете, то состояние, не знаю, что моя реплика такая долгая, то состояние, которое в Казахстане, нищая экономика, наша власть создала ее специально. Это все искусственно. Власть понимает, что у нее есть возможность сделать в Казахстане все очень хорошо. Страна богатая, входит в 6 самых богатых стран мира по минеральным запасам в мире. Но власть специально делает искусственно, что у нас экономика убита, социальная жизнь убита. Для чего? Потому что протестная молодежь, умные люди, интеллектуалы, чтобы они уезжали за рубеж. То есть вот им не нравится наша власть, пусть они тогда уезжают. Мы просто откроем границы. И все. То есть не будет протестной молодежи, не будет протестных людей, нам легче управлять народом. Вот как-то в свое время Фидель Кастро точно так же сделал. Он в свое время, не знаю, он там набил свой народ, и затем в какой-то период он открыл границы и дал возможность, по-моему, 2 недели всем тем, кто хочет, может уехать в Америку. И в течение 2 недель, месяца 100 тысяч населения Кубы просто взяла и не знаю, выплыла в Америку. В Америке большая кубинская диаспора. С чем это было связано? То есть кубинец, вот Фидель Кастро, он сделал по-умному. То есть вот эту всю протестную массу людей, чтобы на них не тратиться, чтобы их не садить, не убивать, там какой-то, не знаю, ажиотаж, чтобы не было, чтобы она не свергла его режим. Он просто открыл границы, и он дал им уехать. И они уехали. И все в порядке. У него власть до окончания его жизни, власть у него была в руках. Точно так же сейчас действует Назарбаев. Он все это делает искусственно, что у нас нищета, чтобы прогрессивные люди, молодежь, которая не состоялась, чтобы она уезжала за рубежом, и чтобы она внутри ему права не качала. Это нужно понимать. Поэтому думаем своей головой, уважаемые друзья. Пожалуйста, хотите какой-то еще вопрос задать? Большое спасибо за фандрайзинг, за то, что вы собираете деньги и помогаете особенно многодетным матерям. Эти деньги очень кстати. Большое вам спасибо. Хотел еще вопрос продолжить. Вы живете в передовой стране, где высокий уровень жизни, высокие справедливые суды, очень хорошая инфраструктура, развитая инфраструктура и высокие стандарты жизни. Вы могли бы для молодежи показать корреляцию между высоким уровнем жизни и гражданской активностью? То есть я хочу донести до молодежи, до людей, что в Америке очень высокая гражданская активность. Это участие в выборах, это политическая активность граждан. И американцы просто так, высокие стандарты жизни, они не заработали, не заслужили. Они для этого приложили какие-то усилия именно в сфере гражданской активности. И есть здесь прямая связь между гражданской активностью и высокими стандартами жизни. К сожалению, молодежь это не понимает, и уезжает большинство людей в такие передовые страны, как США, для того, чтобы прийти уже на готовое. Хотя можно было бы все это достичь здесь, в Казахстане. Для этого нужно проявить высокую гражданскую связь между
гражданской активностью и стандартами жизни высокими до нашей молодежи донести, будучи находясь уже в Штатах? Интересный вопрос, я постараюсь на него ответить. Стандарты жизни и гражданская активность. На мой взгляд, наверное, в первую очередь, наверное, гражданская активность повлияла на получение таких стандартов. Скорее всего, на мой взгляд. Хотя если приводить другие страны, например, Саудовская Аравия и какие-то другие, например, Катар, по-моему, одна из самых богатых стран, на мой взгляд, у них население, в принципе, я, конечно, не изучал конкретно, но я не думаю, что у них население такое является прямо таким активным, так как у них, в принципе, жизнь хорошая. Я думаю, наверное, ну, здесь можно разные примеры приводить. Если конкретно говорить об Америке, на мой взгляд, я вам приведу несколько примеров. Один из тех примеров, который можно сказать, вот в Нью-Йорке, если вы даже работаете, к примеру, неофициально, то есть вы гастарбайтер, приехали по туристической визе, заработная плата здесь примерно будет где-то примерно от $100 в день. От $100. Я понимаю, что здесь уровень жизни гораздо высокий, гораздо все дороже, но я вам скажу честно, живя в США, даже если ты будешь, например, не на официальном уровне, без документов, ты даже тогда можешь работать, зарабатывать и можешь еще отдыхать, и можешь откладывать. Вот эти 4 фактора у нас в Казахстане нельзя делать. То есть основная масса простого населения, не того, кто Назарбаев сказал, 500 тысяч заработная плата в среднем, нет. Обычный гражданин Республики Казахстан, сколько у него там в среднем, 30-50 тысяч тенге заработная плата. У него жилье стоит дороже, чем вся его зарплата. У него есть питание, у него есть дорога, не знаю, какие-то другие расходы. То есть люди у нас в Казахстане, обычный казахстанец живет от зарплаты к зарплате, плюс еще берет у родственников в долг. Или еще у каждого есть кредит. Это покажет, что в Казахстане стандарт, уровень жизни, он ниже нуля. То есть мы работаем на минус. Обычные казахстанцы. А в Америке не так. Ты даже если будешь гастарбайтер, ты будешь работать на плюс. У тебя будет возможность еще откладывать, собирать и отдыхать. Вот то, что нет в Казахстане, то, что есть в Америке. Это очень удивительно. Это простой пример. Я не хочу какие-то приводить высокие примеры. Я думаю, для людей простые примеры более понятны. Следующее по поводу гражданской активности. Вот иногда люди не понимают, что такое гражданская активность. Вот простым языком это представь, что ты, например, я не знаю, вот, например, Марат, вот сейчас у тебя обед, ты кушаешь там, я не знаю, свой там бишбармак. Представь, что к тебе кто-то в домой вошел, там, Назарбаев, да, и отбирают у тебя твой бишбармак. Это же твой бишбармак, ты же его заработал, ты же его готовил, ты устал, конечно, ты должен есть и восполнить свои силы. А тут приходит Назарбаев к тебе домой, ломает твою дверь и забирает твой бишбармак. Но это же неправильно, это же несправедливо. Вот это и вот это несправедливо. И ты в этой несправедливой ситуации, ты ему должен сказать, что это неправильно, осади там, постой. Ты должен отобрать свой бишбармак с его рук, потому что он твой. Это и есть гражданская активность. Вот то, что принадлежит тебе, и то, за что ты должен бороться, потому что это принадлежит тебе. Ты должен высказаться. Вот это и есть, в принципе, гражданская активность. Я вам приведу пример. Примерно 2 года назад в Нью-Йорке был такой случай, когда один человек, американец, черной расы, афроамериканец, по-моему, он был психически ненормальный. Насколько я потом позже читал в газете, он ходил с ножом и вроде бы кидался на людей. Не могу точно сказать, но то, что он сходил ножом, просто он был психологически ненормальный человек, и он был с ножом среди там, где-то там на площади. И американский полицейский его застрелил. То есть он его убил, по сути. Я не знаю, там сколько. 10 выстрелов, 5 выстрелов, но он его убил. И представьте, такое это было в тот день. И через 2 часа люди Нью-Йорка, они вышли тысячами на улицу, на вот центральной 5-й авеню. Куча людей, американцев вышла. И они все вышли, там написали на бумаге, на А4, там, на плакаты. Они требовали, чтобы полиция больше в людей не стреляла. То есть они были против полиции. Почему полиция убивает? Почему полиция стреляет? Надо просто садить, я не знаю, какие-то приемы делать, но не убивать. То есть люди вышли против полиции через 2 часа этого случая. Я когда это видел, я был в шоке. Я сказал, вау, их народ такой активный, их народ такой справедливый. То есть неважно, там, что он был черный афроамериканец, да,
просто весь народ Нью-Йорка, и белый, и азиаты, и черный, все просто в едином порыве вышли, там в Фейсбуке написали, все, через 2 часа выходим, и все вышли. Это и есть гражданская активность. Один за всех и все за одного, да? Да, один за всех, все за одного. Все за справедливость, все за права. Здесь такого нет, что там ты полиция, ты можешь делать все, что хочешь, а мы, народ, будем это просто терпеть. Такого нету, здесь такого не пойдет. Вот. И полиция Нью-Йорка получила по шее хорошенько от народа. Это и есть гражданская активность. Какие ваши планы? Как вы собираетесь, ну, в смысле, не личные это вопросы, в будущем собираетесь вернуться в ЮРСА, в Казахстан? Да, наша организация, я извиняюсь, что перебиваю, наверное, немного на эмоциях. Наша организация, мы планируем создать на базе этой организации в будущем политическую партию. И в будущем мы сейчас все работаем, чтобы сменить режим. После того, как мы сменим режим, мы возвращаемся в Казахстан и будем участвовать на выборах, парламентских выборах, я не знаю, там, выборах других каких-то, и мы будем идти на власть. Знаете, Уинстон Черчилль как-то сказал, что отличие между политиком от государственного деятеля такова, она очень простая. Политик, он работает до следующих выборов. А государственный деятель, он работает для блага следующего поколения. Вот. И мы всегда говорим в нашей организации, что мы должны в первую очередь не думать о власти ради власти, а мы идем на власть, чтобы мы сделали Казахстан процветающей страной, и мы должны вырастить следующее поколение, которое будет демократичным, который будет активным, который будет компетентным. То есть мы делаем ставку на следующее поколение как будущие государственные деятели. И наша организация, вот некоторые нас комментируют, делают негативные комментарии, что мы только просто выходим на митинги. Наша организация Free Kazakh Казахстан, я вам привожу пример, что мы, например, в этом году, вот кто 1 мая выходил в Казахстане, 9-10 июня посадили около 4000 митингующих. Мы организовали сбор средств, и мы собрали около $8000, и мы отправили людям, которые получили штрафы. Они, конечно, многие из них не знают, кто закрыл эти штрафы, но мы это организовали. То есть мы не освещаем, кому конкретно уходят деньги, чтобы потом с ними не случилось какие-то, я не знаю, ну там со стороны власти. Вот мы сказали Гулюзипат Джаукер, самый последний, мы помогли небольшую сумму, $400 отправить. Вот организация Атажур, которая борется за права казахов в Китае, мы им собрали около $10 000. То есть мы, обычные люди, мы гастарбайтеры здесь. У нас немного денег. Каждый из нас работает на 2 работах. Кто-то учится еще. У нас маленькие силы, маленький бюджет, но мы стараемся что-то сделать, организовать. Вот что мы делаем помимо митингов, чтобы люди понимали. Большое спасибо. В основном там известны разные диаспоры. Армянские диаспоры, украинские, русские диаспоры. Казахи особо не славились диаспорами, но я вижу по вашей активности, вот по вашим остроумным видео, по вашей сплоченности, вот по фондрайзингам, то есть по сбору средств, казахская диаспора есть, она не забывает корни с Казахстаном, она душой болеет за Казахстан, не только болеет, но и помогает, оповещает, просвещает. Все, что вы говорили здесь про демократию, про союзников, про Конституцию, вот мы все разделяем с вашим мнением. Вы все правильно говорите, мы рады, что вот вы делитесь с нами этой информацией. Вот как Асхат сказал, что люди потихоньку просыпаются. Все дело, наверное, в информации, в обучаемости. То есть люди как-то изучают, вот вы нам помогаете, доставляете вот необходимые знания про гражданские институты, демократию. Это очень важно. Хоть мы образованные по-своему, но в плане гражданских институтов знания слабые. Вот как вы на примере бишпармака объяснили, что нужно за каждый свой бишпармак нужно бороться. Вот, наверное, так, если буквально. Вот, вам большое спасибо. Наверное, последнее слово от Асхату, потому что он наш хозяин здесь, вот этого инициатор, да. Вот Асхата отличает, в отличие, вот, по крайней мере, от меня, это огромное мужество, вот, грубо говоря, железные яйца.
Человек, который просто обладает мужеством. То есть не обязательно обладать там какими-то знаниями, там, образованием и так далее. Вот сейчас, в наше время, нужно обладать мужеством, потому что страна на пороге бедствия. И это очень серьезно. Враги внутри. Вот. И для того, чтобы победить, для того, чтобы вот, собрать, консолидировать общество, нужно мужество. Вот Асхат обладает этим мужеством, ему большое спасибо. Вам тоже большое спасибо. Я прощаюсь. Последнее слово Асхату. Спасибо большое. Так, Гани, я с вами. Так, по-моему, вы еще не все вопросы задали, да, которые у вас были по списку, нет? По-моему, я все задал. Да? Вроде бы я все задал. Ну все, отлично тогда. На мой взгляд, да. Пожалуйста, если вы, не знаю, напутственное слово какое-нибудь, призыв, если хотите сделать, или что-нибудь, комментарий можете сделать. Да, я вот, что касается призыв, это навряд ли. А вот процитировать нашу первую страницу Конституции и после чего сказать нашим людям пару напутственных слов, что касается вот нашего будущего, нашего настоящего. Вот смотрите, мы народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, справедливости, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущим поколением, исходя из всего суверенного права, мы, народ Казахстана, должны сделать следующие шаги, чтобы подтвердить вышесказанное, проявить свой гражданский долг, проявить свою гражданскую активность и присутствовать 16 декабря на наших акциях, на нашем митинге в честь наших граждан, которые погибли в 86-м и 11-м году, и присутствовать на площади, принять участие на митинге. Вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы власть нас услышала и почувствовала, что нас много, что мы объединились. Вот. И чем больше нас будет 16 декабря, я думаю, тем быстрее те люди, которые сидят и не хотят понимать суть нашего гражданского общества, чтобы они быстрее это все поняли и оценили ту угрозу, которая к ним подкрадывается. Вот. Поэтому я призываю наших граждан быть активными, приходить 16 декабря на площадь. Ну и на мой день рождения тоже. Поздравить Асхата с днем рождения. И вам спасибо, Рамиль. Вам спасибо за вашу активность. Спасибо вам с наступающим день рождения. Я уже заканчиваю, немного тоже добавлю по традиции свою реплику. Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм. Сейчас в Казахстане все, что говорится правильно, правда, это и есть экстремизм. Любые слова, любые действия, любые движения — это и есть экстремизм. Если власть, это не нравится власти. Поэтому мы говорим всему народу Казахстана: будьте на стороне правды, будьте на стороне истины. 16 декабря выходим все на митинги. Казахстанцы, кто за рубежом, также выходим на митинги у консульств Казахстана. Те, кто в Казахстане, выходим на определенные места, я думаю, там уже все озвучено. Куда идти, вы знаете, и во сколько. Это обязательно. Боремся за свободу. Свобода не дается бесплатно, за нее нужно бороться. И мы будем бороться за нее. И победа будет на нашей стороне, если весь народ проснется, объединится и выйдет на митинги. Также мы говорим, что вся реальная оппозиция, она должна быть на одной стороне. Мы должны быть объединены. И заканчивая свою речь, я буду заканчивать на казахском языке.
Қазақстан алға, қазақ жастары алға, еркін қазақтар Free Kazakhs алға, ДВК алға, Жусан алға, еркін халық партиясы алға, қазақ халқы алға. Рахмет сізге. Көше партиясы алға. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Сау бол, Ғани. Рахмет. Все.